Проблема одна, еще раз сказал, четко по-русски. Москва и Северный Кавказ. Пусть они себя считают, что они чеченцы, дагестанцы, осетины, как угодно. Но пусть русские могут себя спокойно считать, что мы, русские, это тоже наша страна. И как с этим бороться? Так, выгнать их! Выгнать их! После этого от Жириновского сначала отреклись коллеги по партии в Чечне, потом неожиданно в Липецке, но больше всех возмутился Рамзан Кадыров, мол, такому человеку и в Думе, и вообще в политике не место. Что его так задело? Спросим у него самого. Рамзан Кадыров с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Рамзан Ахматович, почему вы так остро отреагировали на выступление Жириновского? В конечном итоге это ведь всего несколько слов, сказанных в эфире, а у нас и не такое говорят. Ну, Жириновский неправильно ведет себя. Мы требуем от председателя Госдумы, чтобы вопрос ставили, чтобы его сняли даже от заместителя спикера Государственной Думы. Если такие люди будут делать политику, если такие люди будут придумывать или там, инициировать свои законы, то это, я считаю, неправильно, и от этого пользы для России не будет, для российских народов. Представьте, что завтра Владимир Вольфович все-таки соберется в Чечню. Как-то будете реагировать? Рамзан Ахматович. Ну, Жириновскому не стоит приехать в Чеченскую Республику, и я бы сказал на Кавказ. Но я не имею права ему запретить. Так, Чеченская Республика – это часть Российской Федерации. Пусть он сначала извинится перед кавказским народом, а именно перед Чеченской Республикой за то, что он нас оскорбил. Все дело идет к тому, что, конечно, Жириновский останется в Думе. Вы что по этому поводу думаете? Ну, у нас нет там полномочий, чтобы снять его. Но у нас в партии ЛДПР, которую он возглавит, не будет присутствовать на территории Чеченской Республики. И депутатов не будет избирать, выдвигать. И у него голоса он потеряет в целом на Кавказе. Если его не поддерживает народ, то он должен знать, что он не в своем месте. Самоуверенно, спасибо. И вам спасибо.